السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Вот и подошел день последнего таравих намаза, дорогие братья, иншаллах. И завтра у нас уже 20, сегодня уже после заката солнца мы вошли в 29-й день месяца Рамадана. И таким образом мы завершаем этот месяц, священный месяц. И просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он принял старания каждого человека, мольбы его, дуа, намазы, садака, закат аль-фитр и все различные виды поклонений, которыми он старался в этом месяце приблизиться к Аллаху Субханаху ва Тааля, к Его милости, к Его прощению. И таким образом месяц пролетел. Сегодня у нас последний джуз будет читаться, иншаллах. И в этом джузе есть одна сура, самая короткая сура в Коране. Это сура Аль-Аср. Время. Как раз о том, да, насколько скоротечное время, мы это чувствуем. Месяц Рамадана только начался, и уже последний таравих мы читаем. Так пролетают месяца, года и жизнь целая. И вот эта сура, она о том, как человеку следует проводить вот эту жизнь, это время, чтобы преуспеть. Всевышний Аллах говорит: Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, валь-аср. Клянусь временем. Также аль-аср, мы знаем, это название молитвы. По-татарски она известна икенде. И почему вот эта молитва икенде по-арабски называется аль-аср? Это взято от времени, в котором она прочитывается, проводится. Это послеполуденное время. Это и есть аср. Значит, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, Он клянется, как некоторые сказали ученые, этим временем после полуденной молитвы. И также сказали, что Он клянется временем в общем. И тут следует понимать, если Аллах Субханаху ва Тааля, Он чем-то клянется в своей священной книге, это неспроста. Это неспроста, значит, тем самым Он желает подчеркнуть важность этого. Есть у нас аяты «Ля уқасиму бияумил қияма». Нет, я клянусь днем воскрешения. «Ваш-шамси» — клянусь солнцем. «Валь-лейли» — клянусь ночью. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сам клянется некоторыми из своих творений, тем самым придает им величие и указывает на важность этого для своих рабов, для нас, которые эту суру читают. Валь-аср, клянусь временем. Время — это тот ресурс, который дарован каждому из нас, однако объем и величина которого нам неизвестны. Мы рождаемся, а когда же мы умрем и покинем этот мир, и время наше иссякнет, мы этого не знаем.
ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت, говорит Всевышний Аллах. И не знает ни одна душа, где, что она будет делать завтра, и не знает, где она умрет. Значит, это наиценнейший ресурс. Однако, к сожалению, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, это ресурс, это благо, к которому многие люди относятся беспечно, недооценивают его. Есть два блага, в котором многие люди терпят убыток, они неправильно его оценивают. Ас-сиххат валь-фарах – это здоровье, и это свободное время. И Всевышний Аллах говорит: «Валь-аср» – клянусь временем. Временем, которое нам дано, и оно дано нам для чего? Как Аллах говорит: «Аллади халакал маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля». Он создал жизнь и смерть, чтобы испытать вас, кто будет лучше в своих делах. Жизнь и смерть – это и есть время, которое нам дано. Мы рождаемся, мы умираем. Вот это промежуток времени. И для чего оно нам дано? Это время для испытания. Не для праздной жизни, не для удовольствия, не для погони за богатством и мирскими благами. Нет. Это время, вот этот период, это время для испытаний, трудностей, работы. И далее Аллах говорит: «Инналь инсана лафи хуср». Воистину, все люди находятся в убытке. Находятся в убытке. Что такое убыток? Хасяра, хуср. Мы знаем, что такое убыток. Когда ты во вред, не получаешь выгоды и пользы от затраченных трудов на это. Например, ты что-то купил, захотел, думал, продашь подороже, а в итоге продал подешевле. Вот это называется убыток. То есть ты пользу не извлек, а наоборот, что? Ушел в негатив, ушел, скажем, в минус, ушел в убыток. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валь аср, инналь инсана лафи хуср». Клянусь временем, воистину все люди находятся в убытке в отношении того времени, которого им дано. То есть все люди, говорит Аллах, вот это время, которое им дано, они проводят себе в убыток. Не извлекают из этого пользу, а лишь усугубляют свое положение. И убыток этот, конечно же, у всех различен. Кто-то, кто проявил высокомерие и счел ложью послание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, это человек, который потерпел величайший убыток. Никакого блага для него нет вообще, никакой надежды нет. А люди, которые уверовали, однако совершали определенные недостатки, тоже тем самым впадают в убыток. То есть на самом деле вот эти два аята, они очень серьезные и страшные. Ведь Аллах сначала клянется временем, таким ценным ресурсом, даром, и говорит: все вы в убытке, все вы это время проводите себе в минус, в убыток, делаете только хуже. Но потом Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля таким образом он наше внимание привлек, чтобы мы задумались, как же так? Неужели не может быть другого пути? Неужели не может быть выгоды?
Неужели все время, которое мы живем от рождения до смерти, мы лишь в убытке постоянном? И неужели нас не ждет ничего хорошего после смерти? Это ведь наш Всевышний Господь, Творец, говорит. Он создал нас, всем нас одарил и говорит, вы все в убытке. То есть ничего хорошего вас не ждет. Таким образом, Аллах привлек наше внимание. И далее говорит: «Илля аллазина аману ва амилу ссалихати ва тавасау биль-хакки ва тавасау bis-сабр». Кроме тех, тут исключение уходит. Клянусь временем, все люди в убытке, кроме тех. И вот оно исключение. Исключение людей, которые не окажутся в убытке, которые время, которое им даровано, они проводят с пользой, и по истечении которого они окажутся в плюсе, извлекут из этого выгоду из той жизни, которая им дарована. А все остальные, они в убытке. Что же это за люди? Что это за люди, которые извлекут пользу из дарованного им времени, обретят милость Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в этой жизни, Его прощение и вечные блага в следующей жизни? 4 качества. «Илля аллазина аману ва амилу ссалихат ва тавасау биль-хакк ва тавасау bis-сабр». Все мы эту суру знаем, я думаю, да? Мы ее читаем в намазе. Она же короткая, поэтому мы ее выучили в первую очередь. Когда учились намазу, мы выучили короткие суры, чтобы уже в намазе их применять. Однако, что эта сура означает? Многие ли знают об этом? Так вот же, 4 качества людей, которые преуспеют. Самое первое, это самое, конечно же, важное, это которые уверовали во Всевышнего Аллаха. Верой полноценной, без каких-либо сомнений, признали господство Всевышнего Аллаха, Его божественность, признали Его несравненность, величие, Его имена, Его совершенные атрибуты и качества. Приняли те законы установления, которые Он отправил через своих посланников. Халяль, что-то дозволенное, Аллах разрешил, они идут по этому дозволенному пути. Есть что-то запретное, Аллах харам сделал, они это оставляют. И при этом они в своих сердцах не испытывают никакого абсолютно стеснения или недовольства этими божественными постановлениями и законами. Аллах запретил, они говорят: «Аманна», мы уверовали в Аллаха, «Сами'на ва атa'на», и слушаем и повинуемся, все. Аллах дозволил, они говорят: «Сами'на ва атa'на», мы слушаем и повинуемся. Аллах повелел что-то делать, они говорят: «Сами'на ва атa'на», мы слушаем и повинуемся. Вот что значит вера во Всевышнего Аллаха. Это искренняя вера в существование Творца совершенного, обладающего наилучшими качествами и наипрекраснейшими именами, во власти которого все сущее. Лишь Он управляет делами своих рабов, их уделом и всего мира. Раббуль Алямин, Господь миров. Это признание Его законов,
не испытывая при этом в сердце какого-либо недовольства, любовь к этим законам. Признание его пророков, признание ангелов, которые по воле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля доводят его повелением в этом мире. Признание и вера в Божественные Писания, которые были ниспосланы, в предопределении судьбу и Яум аль-Кияма, в судный день. Значит, первое качество людей, которые не будут в убытке, и время, которое им дано, они извлекут из него пользу для себя, это вера, в первую очередь. Если веры нет, то все остальное уже не имеет никакого смысла и никакой пользы человеку не принесет. Как Всевышний Аллах говорит: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. И тот, кто будет неверен к иману, к вере, проявит неверие, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, все его дела, они будут пустыми, тщетными. И в следующей жизни он будет лишь потерпевшим убыток. Самое верное, самое первое, самое важное — это аль-иман, вера. И эта вера, она далее должна подкрепляться делами, словами и делами. И поэтому Аллах говорит: «Илля аллазина аману», кроме тех, которые уверовали, «ва амилу салихат», и совершали праведные деяния. Ас-салихат. Что такое праведное деяние? Это то, что Всевышний Аллах указал как праведное деяние, а не то, что люди видят в этом благо. Ведь иногда может быть так, что люди видят в каком-то деле благо, а перед Аллахом Субханаху ва Тааля это может быть грех. Потому что люди, часто следуют своим страстям, своим желаниям в расставлении каких-то приоритетов и ценностей. И значит, совершают праведные деяния — это те деяния, которые установил Аллах как праведные деяния, а не то, что видят люди как хорошие дела. Нет. Это праведные деяния в первую очередь выполнение обязательств перед Аллахом. Далее выполнение обязательств перед другими людьми, самыми близкими к тебе, в первую очередь родители, родственники, соседи, гости, дети и так далее. Это второе качество. Уверовал, подтверди это своими делами, своими поступками в повседневной жизни, выполняя предписания Аллаха и соблюдая права других людей. И этими двумя не ограничивается. А ведь что еще может быть? Разве человека недостаточно? Он уверовал, и он совершает праведные деяния, ведет праведный образ жизни, все. Он уже позаботился о себе. Разве этого недостаточно? Нет. Всевышний Аллах далее привел еще два качества, которые показывают, что человек не должен думать лишь о себе и вести эгоистичный образ жизни. Я верю, я совершаю свои обязательства, все. Мне больше ничего не нужно. А то, что другие творят, чем они занимаются, родственники, друзья, близкие, меня не интересует. Однако Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля указал, что все-таки это важно. И говорит: кроме тех, которые уверовали, совершали ли праведные деяния и тавасау биль-хакки, заповедовали друг другу истину. Истина, аль-хак, это религия Всевышнего Аллаха.
То есть это люди, которые будут в успехе, которые с пользой, извлекут пользу из времени, дарованного им. Это люди уверовали, сами совершали праведные деяния, а далее они беспокоились о других. Они их призвали к этой истине. Они их звали к словам Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И четвертое, они призывали друг друга к терпению. Ведь все вот эти три действия, вера в Аллаха, совершение праведных деяний и заповедование, призыв других людей к истине, к благому делу, это все не так просто. Это требует усилий, труда и терпения. И поэтому четвертым качеством у них является, они друг друга призывают к терпению в этих делах, к терпению в совершении повеления Аллаха, к терпению в оставлении запретного и к терпению при жизненных трудностях и испытаниях. Это все качества людей, которые не понесут убыток, а наоборот извлекут пользу. И сегодня, иншаллах, мы суру Аль-Аср с вами еще раз услышим в таравих намазе, и уже какое-то понимание смысла оно будет, иншаллах. Ведь именно это важно. Важно не просто красиво читать Коран, а смысл именно понимать его и руководствоваться им. Ведь если человек не руководствуется им, то и пользу из него не извлекает. И Коран этот не то, что будет в пользу ему, а даже, может быть, против него свидетельствовать в судный день. Еще раз повторим суру Аль-Аср. Валь-Аср. Аллах говорит, клянусь временем. Инналь инсана лафи хуср. Воистину все люди, они в убытке. То есть к времени, которое им даровано, они проводят его в убыток себе. Не извлекают пользу из него. Кроме тех, которые аману, илладина аману, уверовали. Ва'амилу ссалихат, и подтвердили свою веру на делах праведных. И праведные дела – это те, которые Аллах указал как праведные. И далее не только о себе думали, но и тавасау биль хак, друг друга тоже к этому призвали. Других людей тоже к этой истине звали. Ва тавасау бис сабр, и призывали друг друга к терпению на этом пути. إن شاء الله سنشهد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك